100 километрах от Казани в селе Кукеево Рыбно-Слободского района. И, как говорят местные жители, это такая настоящая татарская деревня. Но, как оказалось, даже здесь можно найти людей разных национальностей. И прежде чем мы отправимся к ним в гости, давайте побольше узнаем о самом селе. Селу Кукеево больше 300 лет. Это верховье реки Суша, село на горе, а вокруг леса. Почему Кукеево? Есть две легенды. Говорят, село назвали в честь первого жителя – Куки-Бабая. Но, возможно, люди услышали кукушку, когда решили поселиться здесь. Куке по-татарски в честь птицы и назвали. Село богато родниками. Представляете, на всю деревню их 24. И 10 из них вот в таком прекрасном благоустроенном состоянии. А, например, этот родник носит имя Гульбан в честь жительницы, которая раньше за ним присматривала. А теперь его благоустроили жители, которые живут неподалеку и приходят сюда за водой. Сегодня в селе 470 жителей. Есть своя школа, детский сад, ФАП и дом культуры. Жители в основном занимаются фермерством. В селе уже почти 100 лет работает и филиал Кызылйылдузского лесхоза. Занимаются обработкой дерева. У нас активное население, и мы постараемся участвовать во всех программах. По программе «Чистая вода» в 2016 году заменили водопровод. В 2017 году начали строить новый МФЦ, клуб. В 2019 году построили по программе новый ФАП. Рядом с татарским Кукеево есть и русские, и кряшинские деревни. А вот в самом селе 3 года назад поселилась узбекская семья. Глава семейства Шермат приехал в Татарстан в 2004 году. Понравилось, 10 лет назад женился и переехал в Кукеево навсегда. Люди в Татарстане очень хорошие и гостеприимные. Все нам здесь помогают. Вначале было сложно, язык не знали, знакомых мало было. Сейчас все праздники вместе с соседями отмечаем. В прошлом году наш Наурус всем селом праздновали. Мне очень нравится здесь. Дети в местную школу ходят. Мы все уже и татарский язык выучили. Очень похож на узбекский. Татарский как родной теперь. Папа находчивый, умный и смелый. Ему по плечу даже сложное дело. Мой папа веселый, но строгий и честный. С ним книжки читать и играть интересно. Бүгін біз татар халқымыздың милли ризығы ит бәлеші пішіруге болдым. Главное украшение стола – бялеш с мясом, говорит Гульнур Хуснуллина. Готовят на каждый праздник и на выходные, когда приезжают дети из города. Процесс не быстрый. Замешивают тесто, 2 килограмма говядины для начинки, почти столько же картофеля. Бялеш должен быть не только вкусным, но и красивым. Готовить бялеш в детстве научила мама. Стояла рядом и наблюдала, как она готовит. В бялеш у нас в основном идет говядина, но еще добавляем гуся. Так еще вкуснее. В духовку бялеш отправляется на 2,5 часа. Результат стоит всех ожиданий. Сейчас здесь репетируют спектакль «Энилер Хамбабилер» Туфана Миннулина. Уже вечером на представление в Доме культуры соберутся все жители Кукеева. Актеры не волнуются, потому что знают, односельчане их всегда поддержат. В клубе любителей театра «Нур» у нас играют и фельдшер, и учитель, и соцработник. В районном конкурсе имени актера Равиля Шарафиева заняли гран-при. Потом были гастроли по району. Занимаются в кружках по вокалу, рукоделию. Есть свой хореографический коллектив «Мизгыль», детская и взрослая театральные студии. Каждый здесь находит дело по душе. Вероника Гайнудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Рыбно-Слободский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.